Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Каких сюрпризов ждать от судьбы в ближайшие 10 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя, на свои сюрпризы и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, чему вы тут будете удивляться, что станет для вас сюрпризом? Очень хочется начать вот именно с левой стороны. С левой стороны здесь нам показывают какой-то момент признания, вас признают. Перед вами, знаете, как шляпу снимают, за что-то вас благодарят, что-то вам дают, выдают, знаете, как отмечают ваши достижения, ваш вклад, ваше участие. Возможно, на работе, возможно, в коллективе, возможно, в семье, возможно, среди родственников. В любом случае, здесь большая признательность, уважение, почет и очень много действительно честных и добрых слов в ваш адрес. Для вас это станет не просто сюрпризом, для вас это станет прям шоком. Потому что вы не ждете. Вы все делаете как всегда. Вы все делаете, как вы привыкли. Вы не пытаетесь выделиться, вы не пытаетесь выслужиться, вы не пытаетесь приумножить свою значимость. И вот это вас просто покорит, когда люди в один момент говорят: «О Боже, это все ты, это благодаря тебе, какая ты умничка», подходят, целуют, обнимают. Очень хорошие, добрые слова говорят в ваш адрес. Здесь не один человек, и не два, здесь много людей, которые вот прям своим долгом считают вам, сказать приятные слова и перед вами, как говорится, снять шляпу. Это будет очень приятно, это будет заслуженно, и это будет справедливо и правильно, потому что вы этого всего достойны. Может быть, не ценили, может быть, не понимали, а тут видите, как глазки-то открылись, и люди вот выражают вам свое признание. Так, а у кого-то из моих дорогих зрителей будет день рождения. И день рождения ваш превратится в феерический праздник. Потому что будет очень много желающих вас поздравить, дать вам подарочек, принести вам красивые цветы, сказать вам очень-очень приятные слова. И вы прям таете от этих комплиментов, получаете безумное наслаждение от того, как проходит ваш день рождения, от того, какие классные, замечательные, добрые люди есть в вашей жизни, вас окружают. Пришли к вам поздравить вас с вашим днем рождения. Очень замечательная картинка. Большая-большая неожиданность для вас. Вот вы вообще не ждете. Вы не ждете, не думаете, не надеетесь, а это произойдет. Так, идем дальше. Здесь у меня человек, которому будет дан ключ. Вы, либо кто-то из ваших близких. Этот ключ открывает практически все двери. Ключик золотой, необычный золотой. Это какая-то очень крутая возможность. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но ключик этот вам в руках держать. Значит, не стесняйтесь, не скромничайте. И обязательно пользуйтесь этим ключиком по его прямому назначению. Раз есть ключ, то что? Правильно, нужно открывать. Им нужно открывать. Не бойтесь, что кто-то про вас что-то скажет, подумает, косо, криво на вас посмотрит. Это вообще не должно вас волновать. У вас появился крутецкий шанс. Это, знаете, как сюрприз всем сюрпризам, поэтому пользуйтесь. Этот ключик, он временно попал в ваши руки, либо временно вам доступен, либо вашему близкому человеку. Поэтому открывайте все, что хотите, все, что вам нужно, и этим пользуйтесь. Стесняться не надо. Пользуйтесь этим моментом. Так, здесь улитка, что-то очень медленное, долгое.
Но вот знаете как? Улитка, она ведь домик с собой носит, да? Она живет в своей раковине. Вот и у вас, получается, очень долгожданные события в вашем доме. Ну, либо если вы на работе, как говорится, и днюете, и ночуете, то на работе может еще отыграться. Чего-то прям очень-очень долго ждали. Что-то происходит очень резко, динамично, и вы к этому не готовы. Это вас шокирует, это для вас является сюрпризом, но это действительно долгожданно. То есть вы ждали, потом рукой махнули, думаете, не будет, значит, не будет. Вот. А оно прям врывается в вашу жизнь, потому что здесь улитка, она, во-первых, ползет в центр, а во-вторых, она ползет с какой-то дикой бешеной скоростью. То есть события настолько резко начнут происходить в вашей жизни, что вы прям обалдеете. Скажете, так, сбавьте, пожалуйста, скорость, я не успеваю, да, либо дайте мне время прийти в себя. Что-то прям очень быстро начнет происходить. Очень-очень-очень быстро. Опять же, либо с домом вашим связано, либо с местом, где вы работаете. Очень быстрые события. И яркие прям врываются. Вы их так долго ждали, только вы тут, понимаете ли, расслабились, и вот, пожалуйста, у вас сюрприз. Сюрприз, причем на бешеной скорости. Так, здесь человек вам что-то возвращает. Отдает, выдает, либо дарит. И так может отыграться. А человек в ваших глазах, ну просто ангел. Ангел во плоти. Может быть, вы так к этому человеку относитесь, да, считаете, что очень хороший, благородный человек. А может быть, вот именно поступок этого человека, то, что он вам там что-то принесет, подарит, действительно покажет, вот кто он есть на самом деле, либо кто есть она на самом деле. Может, это женщина. Ну, ангел. А в руках у этого ангела что-то важное, ценное, либо очень-очень вам нужное. Ну, допустим, вам нужно платить кредит, а денежек у вас нет. И вы в отчаянии. А тут приходит кто-нибудь из ваших знакомых, друзей, может быть, там, любимый человек, и приносит вам нужную сумму. И вы такая думаете, боже, ну это же ангел, ангел во плоти, да, помогает мне. У других может отыграться другая ситуация. Это просто я вам пример привела. Но вот вы так и скажете, ты ангел, который вот спустился на нашу грешную землю для того, чтобы меня там спасти, либо мне помочь. Вот что-то вам несет. Причем несет, вот как безвозмездно вам отдает, как подарок. Да? Вот типа на, бери, пользуйся. Все. Хороший момент. Так, какой-то перекос событий идет. Вот что-то вы себе запланировали, о чем-то вы думаете, на что-то вы нацелились, настроились. Вот прорисовали себе вот такую дорожную карту. И думаете, ну будет так. Да? Я к этому готова, будет так. Но события пойдут каким-то своим непонятным чередом. Здесь кто-то вмешается, причем тайным образом. Вы об этом не узнаете, либо узнаете спустя какое-то время. Человек окажет колоссальное влияние на ход событий. Человек как будто бы облегчает вашу задачу, облегчает вашу ношу. То есть все случится очень быстро, очень ярко и очень благополучно для вас. У вас, кстати, высвободится либо определенная сумма денег, которую вы рассчитывали потратить, либо высвободится время, которое вы рассчитывали потратить на решение той или иной ситуации, той или иной проблемы. Вмешательство, покровительство, просто как, знаете, меценатство, доброе дело. Да? Человек останется до поры до времени инкогнито, ну потом вы, конечно же, все узнаете. То есть, да, как бы ход событий будет нарушен, но нарушен очень благополучно для вас. Ну, видите, все в жизни бывает, все уже хорошим людям всегда везет, и я это всегда говорю. Так, дальше здесь кольцо. Но здесь мужчина, который думает о том, чтобы вам подарить кольцо, купить кольцо, подарить кольцо. Но вы все разные. Кольцо, причем кольцо, которое дорогое, непростое, дорогое. Дорогое кольцо с дорогим камнем это кольцо. Дорого стоит, денег. Вы не верите, либо вы не думаете, что у этого мужчины достаточно денег, чтобы такое дорогое кольцо купить. А этот мужчина либо уже купил для вас это кольцо, ну, допустим, любимый, купил вам кольцо на праздник, думает, вот подарю своей девушке, своей жене.
А вы полезете какие-то вещи искать, либо что-то делать, и найдете, обалдеете, скажете, ну надо же. Ну кто бы мог подумать, да, что он вот мне такое кольцо дорогущее купил. Шикарно. Вы так обрадуетесь, вы такая счастливая будете. Вы на этого мужчину будете смотреть просто с обожанием, думать, ой, какой же ты у меня хороший, ой, какой же ты умничка. Может быть, вы ему говорили о том, что вы хотите, либо наоборот вы говорили, о боже, как это дорого, ну как же это красиво. Он это запомнил, он это услышал, пошел это и купил. Девочки, ну как к какому-то празднику это готовят. Может, правда у вас день рождения, может быть, на Новый год уже купил, да, думает, на Новый год подарю. Но вы это увидите, заранее увидите. А он сразу поймет, что вы нашли. Вот смотрите, имейте в виду, вы будете на него смотреть с таким обожанием, с такой мимишностью, что он сразу все поймет. Девчонки, делайте что-нибудь с собой. Либо одевайте эти солнцезащитные очки, чтобы он не видел блеска ваших глаз и вот этого обожающего взгляда. Да, купил, либо в процессе покупки. Может быть, вы залезете в компьютер и увидите какой-то чек, либо что он там просматривал какую-то страничку с очень дорогущими кольцами. И это будет оно. Ну, дай Боже, как говорится, и чтобы вы порадовались, девчоночки. Но мужчина, да, мужчина решился. Мужчина может быть как ваш любимый человек, да, муж, возлюбленный, так и, например, ваш взрослый сын, который решил вот маму побаловать вот таким дорогим кольцом. Вот. Но не выдавайте себя, не портите праздник ни для себя, ни для мужчинки. Так, смотрите, здесь какая-то тайная информация раскроется, тайное знание. Кто-то от вас это прятал, скрывал. Знаете, как был человек, либо группа людей, которые что-то знали, они этим пользовались, они, ну, я не знаю, за счет этого там наживались, улучшали свою жизнь, обогащались в конце концов, да, но никому не говорили. То есть какая-то узкая группа, сообщества людей, обладая этой информацией, пользовались для себя. И вы случайным образом эту информацию тоже узнаете, либо она станет вам доступна, может быть, услышите, может быть, как логически построите цепочку, дойдете своим умом. В любом случае, да, вот что-то перед вами раскрывается. Во-первых, для вас будет сюрпризом, что это возможно. Во-вторых, для вас будет сюрпризом, что люди об этом знали, но никому об этом не говорили. Вот смотрите, для вас станет большой неожиданностью, что вы можете тоже этим воспользоваться, что вы тоже имеете на это право, и что вы тоже можете это, например, получать, да, обретать и получать. Значит, мои хорошие, узнали информацию, воспользуйтесь этой информацией, а потом уже передавайте другим. Потому что в вашем кругу есть очень нечистоплотные люди. Такие вот, знаете, которые за какие-то блага и маму родную продадут. Вот, чтобы для вас это не стало неприятным таким сюрпризом, лучше воспользуйтесь, да, получите свое, а потом уже сообщайте всем вокруг себя. Иначе вы рискуете себе неприятность нажить, да, когда, например, человек, который был у вас на хорошем счету, да, вы с ним делитесь этой информацией, человек вперед вас бежит, там себе все получает, и все, вы думаете, вот свинка ты полосатая, да, что ж ты так поступаешь-то, неблагородно, не по-хорошему, да, чтобы вы там не поссорились и не поругались. Но эту информацию именно вы добудете, именно вам она откроется, именно для вас она идет. Воспользуйтесь сами, а дальше уже передавайте свои знания. Ну, а те люди, которые, например, это от вас скрыли, тут ничего не поделаешь. Это такой склад ума, это такой характер, и это такая жизненная позиция. Делайте правильные выводы и выстраивайте правильные отношения с этими людьми. Так, дальше. Здесь у вас собачка, которая вам что-то вот прям отдает, передает, как приносит вам что-то эта собачка. Знаете, вот у собачки есть команда. Там вы ей кидаете палочку, говорите аборт, и она вам эту палочку приносит, да, либо какую-то игрушечку. Вот, и у вас такая картинка. Но собачка крупная, да, это не маленькая собачка, это крупная собака. Это пес, большой пес. То, что вам принесет этот пес, это больше похоже на что-то связанная вот с продуктами, еда, запасы. Да? Может быть, кто-то из ваших друзей
либо даже, может быть, каких-то дальних родственников привезет, принесет, либо отправит вам какие-то запасы. Там, сетку лука, мешок картошки, какую-нибудь там капусточку, бурячки, там, да, морковочку, да, какую-то вот как помощь, да, помощь. Слушайте, человек вам будет говорить одно, например, там, как я сказала, да, сетка лука. Вы скажете, окей, давай, мне лишним не будет. И вот человек вам это все привозит, приносит, и вы в шоке, потому что это не одна сетка лука, а 3. Плюс там еще какие-то там закрутки, какие-то там гостинцы, угощения. Просто обалдеть, очень много человек вам принесет и очень много вам всего даст. Человек верный, человек надежный, человек действительно к вам очень хорошо относится. И этому человеку для вас ничего не жалко. Понимаете? Не жалко. Человек вот как позаботиться о вас захочет. И действительно позаботится. Привезет много, сразу предупреждаю. Вы аж растеряетесь. Скажете, куда мне это? Да? Я же не слон, я столько не съем. Это мне на несколько лет хватит. А вы не отказывайтесь, вы берите. Может быть, вы знаете какую-то семью, либо каких-то людей, которым тоже нужно, да, либо которые нуждаются. Вы можете просто с этими людьми тоже поделиться. И вот будет приятно всем. Но здесь добрый друг, понимаете, большой добрый друг мне выходит. Так, еще один важный момент – это признание. Признание вашего близкого человека в каком-то поступке либо проступке. Может быть, вы уже все знаете, да? Знаете, уже как бы прочитали наперед, либо подловили этого человека, но молчите. Вот человек придет, его мучает совесть, и он будет признаваться и будет просить у вас прощения. И вам это будет приятно. Приятно, что человек осознает, что был неправ, либо осознает, что неправильно то, что он скрывал, либо она скрывала от вас. Здесь я вижу, что вы с этим человечком прям так пообнимаетесь, прям поговорите так душевненько, хорошо поговорите, и вы как прям больше как друг другу откроетесь, у вас отношения улучшатся, станут более доверительными. Хороший момент, хороший. Может быть, с ребенком своим так поговорите, может быть, с мужчиной со своим так поговорите, либо с женщиной, если смотрит меня мужчина. Это хороший момент, очень хороший. Так, и еще. Здесь вас предупреждают о неприятном сюрпризе. Именно предупреждают. Знаете, такой совет: не ходить там, где темно. Может быть, в прямом смысле слова, да, не выходить часто там ночью, да, без надобности не ходить в темное время суток. Либо не ходить, например, по темной лестнице, неосвещенной, по неосвещенным тротуарам не ходить. Здесь могут быть какие-то либо испуги, либо травмы, потому что испуг и травмы приблизительно одинаково показываются. Чтобы не было неприятностей, избегайте прогулок в темное время суток и не ходите по неосвещенным пространствам, да, неосвещенные места. Либо носите с собой фонарик, вот, на всякий случай. Здесь вот как предупреждение. Может быть испуг, может быть действительно травма. Береженного Бог бережет, понимаете? Подумайте о себе и подумайте о том, что вам нужно быть сильным, здоровеньким человеком. Так, в принципе, пожалуй, и все. Хотя нет, вот еще один сюрпризик, про который я должна вам сказать. Это какой-то документ, который вы получите. Причем вы получите из рук в руки. Вам просто на руки его отдадут, на руки вам его передадут. Документ очень важный для вас, и этот документ открывает для вас какую-то прям вереницу возможностей. Вот именно возможности. Что-то сделать, получить, не знаю, там, обналичить в конце-то концов. Очень классный документ. Вам его именно из рук в руки передают. Может быть, вы даже его не запрашивали, а может быть, вы так запросили и думаете, да, не дадут. Прям человек вам лично отдает. Лично отдает. И это будет и сюрприз, и подарок, и большая крутая возможность. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.